Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Так, сейчас мы тут настроим, друзья. Извиняюсь, что опоздал. Сейчас мы быстренько все тут наладим. И все будет ичкерия. Так. Сейчас, одну секунду, друзья. Так, ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Извиняюсь за снова задержание, за задержку. 17:27 по Берлину, 18:27 по городу Джохару, 15 число августа 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Я вас всех, друзья, сердечно приветствую. Что еще? Все, кто находится в фашистской России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в других оккупированных территориях, прошу не писать комментарии, не ставить лайки, ну и все остальное. Все остальные я вас призываю в 10-кратном размере приступить к писанию комментариев, распространению ссылок на наш стрим, ну и так далее. Вы все это знаете, это для новеньких говорю. Шамсад, алейк салам, Дейлер салам, маршал Хуйль, Алекс, приветствую, модный доктор Шалом, всех приветствую, друзья. Стрим сегодня на русском языке, поэтому рад приветствовать. Итак. Сейчас, одну секунду. Как обычно, мы начнем. Я начну с сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, то есть на 15 августа 2024 года, уничтожено и ранено 2220 террористов, 8 танков, 24 боевой бронированные машины уничтожено, 47 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 1 антиаэркрафт, 1 летак, то есть самолет, с чем я вас отдельно всех поздравляю, 50 БПЛА сбито, 2 крылатые ракеты, 65 автомобильной техники цистерн и слава ЗСУ! Слава ЗСУ, друзья! Так, что я еще должен был тут настроить? Просто немножечко замотался, только бегом, все как обычно, бегом. Салам алейкум, брат, как ты, как твое здоровье? Алейк салам, Бека, все отлично. Алейк салам, Дику дал бухастам. Всех, друзья, приветствую. Машдовый, Эд, Осман. Алейк салам, Шаик Машу, Шамиль. Алейк салам. Так, вот такая вот ситуация с уничтоженными террористами. Ну и давайте об этом и многом другом поговорим. Перед тем, как начать свой стрим, я бы вам хотел дать послушать. К сожалению, показать вам я не могу это видео, но я хочу дать вам послушать. Оказались на войне. Видео это займет около 4 минут, то, что тут говорит. Видео сопровождается комментариями один из тех второсортных, в кавычках, ахматовцев, попавших в плен в Курской области. Тот самый в костюме от Стефано Риччи за $2000. И существование которых так нехотя признал Апти Алаудинов, дал короткое интервью журналистам. И нам экзотический украинский журналист Владимир Золкин
представляет свой фирменный поклеп. И знаете, наверное, этот кусок я постараюсь вырезать и выложить отдельно, чтобы до людей многих дошло. Но мы видим ситуацию, когда русские империалисты, окопавшиеся в Украине, вместе с русскими империалистами, ну или КГБ СССР, это возьмем, это и есть их главный мозговой центр русского империализма, пытаются возложить вину на чеченцев. Дело в том, что экзотический украинский журналист Владимир Золкин, экзотический я его называю, чтобы вы понимали, так как они называют, это якобы европейские цивилизованные журналисты, они называют русских там пленных отдельно и кавказцев, в частности чеченцев, они называют экзотическими пленными. Это Карпенко у них так выражается. Но это вы по виду видите, что это за журналисты и как они себя ведут. Их деятельность, их работа заключается в допросе военнопленных, причем особый акцент делается на чеченцах почему-то. Ну, это, видимо, такая русская душа не переваривает чеченцев и хочется каким-то боком, каким-то образом уколоть, да, чеченцев. Ну и это еще не самая главная причина. Самая главная причина вот этих экзотических журналистов, которых в Украине никто не затыкает, никто их не осуждает. Наоборот, мне еще пытаются писать комментарии, пытаясь оправдывать их действия, объяснять их действия. Но никто не может не видеть, ну, просто нельзя не заметить такую очевидную предвзятость вот этих экзотиков. Дело в том, что Владимир Золкин очень часто лжет на чеченцев. Абсолютно нагло, абсолютно не по-журналистски. Да? Ну, только если это можно экзотическим журналистам. Дело в том, что Владимир Золкин как-то со мной в разговоре сказал, что в Буче это орудовали чеченцы. Хотя он и в других своих интервью там говорил об этом. Но в Буче не было чеченцев. Там были самые настоящие русские. Вот такие же, как Золкин. Золкин чистый русский, фамилия чисто русская. И он недавно только перешел на нашу сторону. У меня на канале есть видео, где он среди ватников вот этих тетушек, там разных всяких стоит, снимает и на их стороне там, возмущается против украинского языка, культуры и так далее. Но теперь он резко стал проукраинским. И самое интересное, он стал проукраинским так удачно, выгодно для русских. Вот то, что русские говорят, вот русские вот эти хорошие, оппозиция так называемая, то же самое говорит экзотический журналист Золкин. И вот такие вещи, если вот это сейчас видео прослушать, я которое вам сейчас дам послушать, оно у вас ничего особо не вызовет. Если вы не знаете, вот здесь водяные знаки, Владимир Золкин, везде все написано, это его люди допрашивали, вот этого чеченца, мобилизованного. И особая какая-то тяга экзотических украинских журналистов к чеченцам. Я знаю, почему это. Я это объяснял, и я убежден, что у них из этого ничего не получится. Но мы хорошо будем фиксировать вот этих всех про КГБшных деятелей, с которым рано или поздно все вернется в три короба. Могут врать, могут возводить ложь на нас, но обязательно явится истина и сгинет ложь. Воистину ложь обречена на погибель. И вот эти деятели очень сильно хотят старая КГБшная, имперская методика переложить ответственность себя на других. Всегда. И русским, проживающим в Украине, которые еще ментально за русских, за свою великую Россию, и они ментально выше украинцев себя считают, для них это тоже, видимо, очень болезненно, что сейчас русские будут признаны международным сообществом, в частности, в первую очередь, Украиной, как агрессоры, как военные преступники, как
государство и люди, нация, совершившая тяжкие преступления против Украины и украинского народа. И, и основной посыл вот этих Золкиных-Молкиных заключается в том, что именно кадыровцы являются теми самыми людьми, которые заставляют русских воевать. Значит, я не жил в России, я не знаю русский менталитет, я не видел, как, когда захватывали Крым, как русские восхищались, в Москве в частности, там просто все с ума сходили. Чеченцев там ни одного не было, так, на минутку. Никогда Луганск, Курск, Луганск, Донбасс, ни Крым захватывали. Радующихся чеченцев я там не видел. Но все мои коллеги, все мои знакомые, все просто сходили с ума по этому Крыму. И это был захват, возвращение в гавань, русскую гавань, не чеченскую. Но несмотря на это, ни руководство Украины, ни военные Украины, которые позволяют допрашивать вот этих пленных, ни чеченцы, которые воюют и гибнут. Уже много людей погибло. Наш генерал погиб, Иса Мунаев, защищая Украину. Много людей уже погибло, чеченцев. Даже Украина выдала одного, Тимура Тумгоева, России, который получил 18 лет тюрьмы и подвергался жестким, и, наверное, сейчас подвергается жестким пыткам. Я понимаю, что есть пятая колонна. Я все это понимаю. И я уверен, что вот у этих экзотических журналистов, ни у вот этой пятой колонны, ни у КГБ не получится взвалить вину на чеченцев. Это невозможно. Поверьте, чеченцев слишком мало, во-первых. Во-вторых, в мире, это в вашем русском мире, у нас отрицательная такая репутация, ну, благодаря вашим упорным таким усилиям, которые вы прилагали. А в мире у нас очень хорошая репутация, вы не поверите. У нас чеченцы есть везде, везде, во всех странах, во всех структурах, во всем мире есть чеченцы. И у чеченцев есть имя. Чеченцы показали себя, кто они, что они не враги Украине, что они не враги цивилизованному миру, не враги свободным людям. У нас враг только фашистская Россия. Ну, соплеменники Золкина являются, вот эти носители имперской идеи, являются нашими противниками, нашими недругами. Все остальные отлично. И поэтому у вас ничего не получится. Но вот ваша настойчивая попытка очернить, и будь я чуть-чуть другим человеком, например, не столько лет занимающийся вот этой деятельностью, не так много проверенный всеми спецслужбами всего мира и всеми там вокруг меня, друзей всяких и так далее, меня и так они пытаются, что я якобы там за Кадырова там что-то топлю и так далее. Ну давайте послушаем это видео сперва, да, не буду слишком много говорить, потому что это видео еще вырезать мне. И послушаем просто, что говорит вот этот чеченец, которому 22 года, и он насильно мобилизованный. Он это сам прямо говорит. Но допрашивающие его два экзотических журналиста от Золкина почему-то не хотят слышать его и настаивают на своей версии, откровенно на своей версии. Давайте послушаем. Это очень интересное видео. 22 лет, с Грозного, Чечни. Как вы оказались на войне? Мобилизовали. Когда вас мобилизовали? 3 месяца назад. Где вы проходили службу, какие задания исполняли? На границе. Границу защищали. Чью? Чью? Российскую. Человек стоит на границе, на российской стороне, защищает границу фашистской России и спрашивает, какую границу, чью вы границу защищали? Ну, это уровень журналиста. Скажите, а как так оказалось, как так получилось, что среди срочников, там ведь большинство было срочников, да? Да. И 3 ахматовца, правильно я понимаю? Ну, как бы да, там еще офицеры были русские. Там было 3 русских офицера, 3 ахматовца, то есть мобилизованных из Чеченской Республики, и 22 было срочника российских.
Слушайте, но журналист, вот эта экзотическая журналистка, она настаивает на том, на этой версии, почему там находилось 3 ахматовца. А как они с вами себя вели? Нормально, отношение было хорошее. Ну, они сначала, ну, когда уже наступление началось, на строе там осталось, все срочники вместе с их командирами ушли оттуда. Ну, мы сказали, вы уходите, мы останемся. Наши блиндажи уже горели, нам уже бессмысленно. Вы слышали, что он сказал? Может, плохо слышно? Он говорит, наступление началось. Их было 3 чеченцев и 22 русских, и 3 офицера, командира. 25 русских и 3 чеченца, 3 ахматовца. Мобилизованных насильно. Он это сейчас скажет, что он не хотел на эту войну, его отправили. И когда началось наступление, началась паника, и 25 русских убежали. Понимаете? Остались 3 чеченца воевать. Потому что душа не позволяет чеченца. И Золкину, экзотическому журналисту украинскому, надо бы понять, кто такие чеченцы, чтобы вот эту пытаться построить. Хотя он прекрасно понимает, его задача очернить всех чеченцев. Потому что от кадыровцев плавно будет переход к чеченцам. Это план такой у русских. Он не получится, но он такой есть, чтобы вы знали, я вам рассказываю. Чтобы потом завтра Золкин и Карпенко, или как его там, не стали супер у вас уважаемыми журналистами, так сказать, в свободной Украине. Это сейчас мы это зафиксируем просто, чтобы... Следующее. Они убегают, эти 3 остаются, держат бой, все у них горит, блиндажи все горит, и они тоже уходят оттуда. Уходят, и 200 метров, когда добегают до лесополосы, там они встречают своих 20. Ну, да дальше добраться. Опять там уже Звук было есть, наступление. потому что хаять телефон, обрывается. Интуй звук, Алиш. Звук пропал. Напишите, если звук появится, потому что названивает мне, поэтому не получается. Хаяни звук, скажите, звук вернулся, нет? Добегает до леса, и все, больше есть, все отлично, все отлично. Так, давайте дальше. Они добегают до леса. Все, давайте чуть-чуть я перемотаю назад. Давайте заново. В Мельнице решили отдохнуть, нас было 28 человек. Сутки по лесам ходили. На второй день уже или... Подождите, я просто, может, чуть... Давай. Мы тоже решили отступить, пошли в лес, они в лесу сидят, метров 200, не отошли никуда. Все растерянные, командование тоже. Мы всех срочников взяли, в общем, у нас было 28 человек. Сутки по лесам ходили. На второй день уже попали на мельницу. В мельнице решили отдохнуть и ночью дальше идти. Ну, дальше добраться. Опять там уже было наступление, нас взяли, ничего не могли поделать. Скажите, я все-таки хочу уточнить. Вот большинство у вас было срочников, правильно? Это было 25 было? 22 срочника. 22 срочника. Потом 3 вас ахматовцев. 3 нас ахматовцев и 3 офицеров. Офицер это кто? ФСБ? Нет, их ротный был, взводный, еще какой-то там года. А нет, еще подполковник. Ну какая-то задача была у вас, но почему вас представили к срочникам? Не знаю, может следить за ними, они же молодые. Обратите внимание, экзотический журналист говорит, что их представили к срочникам. Причем при начале разговора этот молодой человек говорит, что ему 22 года. Как раз это ровесник тех самых срочников. Да? Да я не думаю, что там с первых дней отправили 19 минимум, там 19-летние, там 20-летние. И а так до 27 лет призывают в России. Поэтому призывник может быть и до 27 лет. Но почему-то настаивают. Почему вы? Как будто это какой-то 40-летний мужик, мужчина и для чего-то там представлен.
Охранять, единственное, человек прямо говорит, охранять границу и все. Ну, в принципе, вот этот разговор, можно будет потом еще его посмотреть. Дело в том, что еще когда только-только началась широкомасштабная война в Украине, против Украины, я получал информацию, что когда образовывалась территориальная оборона, там разные, только-только все образовывались, чеченцы массово ломанулись в территориальную оборону, там 3-й, 10-й, начали записываться добровольцами. И их в Украине не брали в один какой-то батальон, в отдельно это. Их распределяли по 2 человека, по 3 человека. Именно так этот Хусейн Джамбетов, закаевский майор, кстати говоря, кто за это несет ответственность? Кто несет ответственность за то, что позвали Закаева, Закаев дал майора своему там какому-то там коллеге, и потом этот коллега оказался агентом, засланным туда. Кто за это вообще понес ответственность? Закаев понес, там, может быть, украинцы какие-нибудь понесли за это ответственность, что такое было. Так вот, такие, как и сам Хусейн Джамбетов об этом говорит, если чеченец туда-сюда приходит, сразу же его вооружают, его в группу определяют. Или он командир, или замкомандира. Ну, если он духовитый, если он готов сражаться, то такие люди нужны. И во всем мире знают, что чеченцы, если они дерутся, то они насмерть дерутся. И если что-то нужно, то это делается, выкладывается, и другу помогут, и раненому помогут, и не бросят никого, и так далее. И это дает уверенность. И это не только заслуга там, просто потому что он чеченец. Это наша культура такая. У нас военная культура. Мы сами по себе, у нас милитари культура. У нас взаимоотношения друг с другом такое. Бросить убитого, вот недавно смотрю русского какого-то там супергероя, которого нам показывают. Он идет, показывает, вот разбитая наша техника, потом лежит убитый русский солдат, он на него камеру, и дальше идет и говорит, ничего, браток, мы скоро вернемся, там похороним тебя, это наш браток тут лежит. Такое в чеченском понимании невозможно в принципе, понимаете? Да, если идет бой, какие-нибудь там страшные события, понятно. Но просто тут человек идет, оттащить труп, накрыть его, чуть вырыть яму, хоть какие-то минимальные уважения, дань уважения к усопшему, убитому, твоему побратимому, чеченец всегда окажет. Именно поэтому чеченцы, которых Золкин называет тех, кто стоит заградотрядами, заградительных отрядов стоят именно русские. Если бы там стояли чеченцы, во-первых, чеченцы бы, знаете, психологически, морально к этому неустойчивы. Да, найдутся, они всех нашли, там у них там какая-то группа есть, у Кадырова, у ФСБ, такие чеченцы имеются. Но по большей части не каждый это может, ни русский каждый это не сможет сделать, ни чеченец каждый не сможет сделать. И такого количества чеченцев, чтобы расстреливать всех, кто бежит, нет. Но есть, которые каждой группы поддаются, чтобы там, придать силу, уверенность, зная, что если один не побежит. А тут, смотрите, офицеры, 3 офицера, один, по-моему, он говорит, полковник или подполковник, там, и другие 2 товарища, и 22 срочника бегут, а ровесники срочников остаются и ведут бой, пока у них там все не сгорает, и они отступают. Но нам пытаются представить, что это они их расстреливают, убивают там под пулеметами, автоматами, заставляют идти в бой, в атаку и так далее. Это не так. Это наглая ложь. Если бы это было так, я вам клянусь, я был бы первый, кто об этом говорил бы. И дело не в том, чеченец он или не чеченец. Дело в справедливости. И дело в том, что сейчас хотят от кадыровцев перевалить вину на чеченцев. Что чеченцы в сговоре с Путиным объявили вот эту имперскую войну, которую 400 лет Россия ведет против Украины. Объявили войну и заставляли бедных русских воевать. А русские ни при чем. И дело не только в русских, которые живут в России. Это дело русские, которые живут в Украине, вот, которые представляют КГБ СССР, или такие, как вот экзотический Золкин. Они не будут доминантами. И русские
считают себя доминантными и в Украине, и везде, где они есть, они считают себя высшей расой, высшим сословием. А это теперь нужно будет пересмотреть, потому что в Курске украинцы, там украинцы, бьют всегда украинцы, инициатива у украинцев. Оказывается, если дать хотя бы приблизительный паритет украинцам, то украинцы, оказывается, бьют очень даже неплохо. И все, и надо будет слезать вот с этой горы, с Олимпа, на котором засели вот эти имперцы. Придется оттуда слезать. Придется слезать. Вася, ты на украинской земле, и здесь ты равный со всеми среди свободных людей, а не ты босс, король. И вот этого они не хотят потерять. Они не хотят потерять это не только в России, они не хотят потерять это в Украине. Потому что как плесень, если не будет суда над КГБ СССР, над русским империализмом, как плесень закрашена, они опять вылезут. Так схоронятся, так заползут под корягу, что вы даже не поверите, что когда-то они существовали. Вы даже не поверите, что какая-то угроза была. Вы не поверите, что они были такими агрессивными и всех хотели убить. Просто вспомните 91 год. Это самые добрые люди были. Это самые большие очереди в Макдональдс были. Это варенки, джинсы, мечта всех, жвачка там и так далее, и так далее. Поэтому, что сказать, я уверен, что у них ничего не получится из этого, у этой экзотики. Потому что у нас у самих претензий к вот этим коллаборантам, перешедшим на сторону России, предателям, больше, чем у кого бы то ни было. Они нас пытают, убивают и так далее. И меня, вот, который сейчас может показаться, что я в защиту их что-то говорю. Я говорю в защиту своего народа, а не вот этих отщепенцев. Они лютой ненавистью ненавидят меня. Больше всех вот то, что я говорю, им это мешает. И они меня за это люто ненавидят. Поэтому важно, чтобы была справедливость и правда. Понимаете? И ничего у вас не получится, экзотики. Вы как были, теми и остались. Понятно вам? Ну, давайте перейду к вашим комментариям, друзья. Так. Спасибо, Светлана Гайголович, спасибо. Спасибо, Максим, спасибо всем. Друзья, вы, кто меня смотрит, знаете, вы прекрасно знаете, что ни словом, ни делом я не дал ни разу, никогда вы меня не слышали, никогда вы меня не видели, когда видели, тем более, никогда не давал в обиду словом, краем уха, краем глаза, никому украинцев не давал. Потому что эта борьба, это наша общая борьба. Может, кто-то не понимает до конца, с чем Украина столкнулась, с чем мы раньше нее столкнулись. Вот эта девушка задает вопрос вот этому парню, которого насильно мобилизовали. Вы чеченцы воевали, почему вы пошел? Да, резонный вопрос. Резонный вопрос, например, задать мне этот вопрос ему. Ну, а где тогда были целая страна 40-миллионная Украина? Вот если он задаст этот вопрос ей, что она ему ответит? Где вы были? Где Золкин был, когда уничтожали чеченский народ? Где Золкин был, когда Крым оккупировали, не говоря уже о чеченском народе? Поэтому нужно примерить на себя иногда вот это. Не зазнаваться, что мы какие-то там в принципе, зазнание у реально воюющих, я не думаю, что оно будет. Это будет вот таких, которые хотят нас столкнуть, нас стравить, показать, что не чеченцы, друзья Украины, а вот Золкины, самые главные защитники Украины.
А почему Золкин с Карпенко не на войне? Два таких крепких русских мужика должны были защищать Родину, доказать, кровью доказать, что они против русского империализма. Очень большая проблема, между прочим, украинцы. Я вижу, что на войне у вас идет так же хорошо, как шло у нас. Даже у вас, я бы сказал, получше. Но в тылу то, что происходит, вот сейчас то, что мы разгребаем тут, в частности, мы разгребаем то, что мы тогда, когда воевали, не обратили внимания на тыл. Хотя у нас, короче говоря, большой был бардак и так далее. Как-то так, друзья, как-то так. Давайте, ва алейкум ассалам. Мавидин, Максим, все верно, это общая борьба и будет общая победа. Да, мула Максим, дай Бог. Что будет с РФ в будущем? Всего понемногу, пишет, задает такой вопрос. Михась пишет, Золкин убийца. Да, он сидел за убийство Золкина, это факт, это известный факт. Его выпустили, скорее всего, его СБУ выпустила, сказал, давай, будешь работать на нас и так далее. И вот ему дает СБУ это задание. Мы знаем, что КГБ УССР ни люстрации, ни рассекречивания архивов не было. Нет рассекречивания архивов, нет победы. Не будет победы. Никогда ее мы не увидим. Да, разобьется противник, упадет на колени, будет кричать «Слава Украине! Господи, благослови Америку!». Это я вам еще в самом начале говорил. Но победы не будет, потому что он встанет, вот этот стоящий на коленях, и воткнет нож в спину, потому что КГБ УССР и КГБ СССР вообще в целом не иллюстрировано нигде. Эта система осталась как она есть. И это сообща война была начата КГБ СССР, не ФСБ только лишь. Не Путиным, тем более война Путина, война там туда-сюда. Нет, это не война Путина. Это война КГБ СССР за восстановление своего былого величия, восстановление империи. И они, как неодворяне, должны были стать хозяевами. Как в Украине КГБ УССР должны были стать хозяевами. Так в России ФСБ уже было хозяинами. А в Украине не так все было гладко у КГБ УССР. Поэтому нам всячески пытаются сказать, что все, вина на одном Путине. Вы знаете, что за все вот это время, которое идет эта война, многие просто потерялись. Они не могут понять, кто где враг, кто где друг. Это большая проблема. Это большая проблема. Так, давайте почитаем комментарии. Как относитесь к войнахам, которые воюют за Россию? Как относитесь к войнахам, которые воюют за Россию? Я к ним отношусь как к россиянам. Какая разница, войнах он бурят он или дагестанец. Это люди, которые, если они зверствуют, да, это отдельные звери. А так это все против. Это одна банда, которая за деньги напала на Украину, воюет за Украину, против Украины, воюет против Украины. Да? Золкин дело большое, он нужен на информационном поле. Он рассказал, за что сидел. Это было непреднамеренное убийство, говорит Светлана Гайгалой. Спасибо, Светлана, что проясняете. Я не вижу ничего, что делает Золкин полезного в том, что он делает. Абсолютно никакого толка от допросов, кроме того, чтобы показать вот этих людоедов с человеческим лицом. Причем этих людоедов показывают тех, которые остались при своем мнении. Вот целенаправленно приходит, слушает, и вот он такой бойкий такой стоит. Да, мы там Россия, Америка нас напала. И Золкин показывает. Вы считаете, это правильно? Я не считаю никакого толка. Да, это очень раскручивается.
очень сильно раскручивается. А вы мне объясните еще одну вещь. Вот мой канал, YouTube канал, где 90 тысяч подписчиков, чуть больше. И другой канал у меня около 3000 подписчиков. Оба запрещены на территории фашистской России. Объясните мне, пожалуйста, объясните мне, почему миллионные каналы YouTube не запрещает Россия? Можете мне объяснить, с чем это связано? Как это так может быть? Они хотят, чтобы их пленных видели родственники? Я так не думаю. Абсолютно. Причем, если даже мой канал запрещен, моя информация и так доходит до тех, кто хочет ее услышать. Специально ищут, находят. А если у вас родственников кого-нибудь пленили, вы об этом узнали, вы, конечно, пойдете, найдете этот канал и будете смотреть. Почему этот канал не запрещается в России? Почему вот эти все каналы, мой канал запрещается, а почему другие каналы не запрещаются? Я как пример просто, вопрос у меня. С чем это связано? Это связано с тем, что они заодно, понимаете, они делают общее дело. Поэтому они не закрывают эти каналы. Понимаете? Почему ваши блогеры, разные там, которые разные вещи там рассказывают, вы обратили внимание, начинают свои ролики информационные, о чем сказал там Соловьев, о чем сказал там другой, третий. Объясните, почему это так они делают? Вот у вас там есть, который все время у вас в России там жил, сейчас Пьянковским, как же его фамилия? Забыл. Вот этот деятель. Постоянно он, потом еще там есть тоже русский один. Вот все начинается у них. Для чего это делается? Это делается, чтобы вы их увидели, чтобы вы не забывали, что есть такие пропагандисты. Да, вам это кто не патриот, кто там нормальный человек, для него увидеть там то, что говорит Соловьев, да, это вы по-другому на это смотрите. Это враг, это смешно, это интересно. А вы задумались, как это видит тот, кто за Россию? Вы задумывались над этим? Тот, кто за Россию, ну, у него нет возможности смотреть российские каналы. А тот сидит прямой украинский или проукраинский якобы блогер, который нам показывает там каждый раз какие-то интересные моменты они там выхватывают, там, они визжат, они там сдались, там, и третье, десятое. Ну хорошо, 1 раз, 2 раза, 10 раз показал, но все время из этого делают тему. Таким образом, они выводят российского главного генерала пропагандистов, Соловьева и других третьих, выводят в украинское информационное поле. Это же, да, какая-то польза есть от многой деятельности. Многие дети там, говорят, там какие-то правильные слова говорят. Ну, а реально как все это выглядит? Реально это не так. Вот есть такой фильм «Воздействие» называется. Там есть такое понятие, как программирование. Это программирование, которое происходит частями. Мозаичное, да, или как там называется, программирование. Вам отсюда дают. Это очень сложные вещи, которые нужно понять, проанализировать, пересмотреть этот фильм, там вообще понять, о чем речь. Вот отсюда вам, вот, с одной точки, дается одна информация. Отсюда дается другая информация. Это 2 разных источника. С третьей точки дается третья информация, четвертая. И пазловое, точно это называется, пазловое программирование это называется. Складываются пазлы, и человек программируется. Не на каждого это действует, но на кого-то это действует. Там используются специальные слова, используются специальные символы и специальные цифры. И таким образом на нас воздействуют. И вот эти вещи для меня очень удивительные. Почему вот это все происходит? Для меня это очень странно. Для меня это очень странно. Понимаете? Так, давайте комментарии почитаем ваши. Про роль КГБ вообще никто не говорит и даже не задумывается.
Гаджубей. Абсолютно. Совершенно верно. Почему? Потому что это игла Кощея. Это суть, которая есть. И самое, сейчас, знаете, что говорят русские, КГБшники, точнее, будем их называть. Это русские КГБшники. Они говорят, мы готовы сдать Путина. Мы готовы вернуть полностью всю территорию Украины до 1991 года. Сдать Путина, выплатить компенсации, упасть на колени и целовать ваши пятки. Они говорят американцам. Мы готовы. Главное, единственная их просьба и требование – сохранить систему. А ведь это не только система в России, это система и в Украине, и в Беларуси, и в Грузии. Посмотрите, что было в Грузии. Полностью проамериканская, молодежь проамериканская, прозападная. Абсолютно цивилизованные люди, развиваются, все отлично. КГБ нигде нет, Шеварднадзе покинул пост, все исчезло. Все, демократия, свобода, цивилизованная страна. А нет. Деньги у миллиардера, русские деньги, КГБшный общак. И вот все как плесень, снова вылезло. И что теперь украинцам говорю, грузинам опять что ли революцию, опять что ли кровь проливать, гибнуть, сражаться? Вот к чему это все приводит. А в Украине это будет еще изощреннее. И там тоже в Грузии были, и американцы были, и европейцы были, и всеми они дружат, общаются. А система есть система, где есть... Американцы взятки не дают. Взятки дают русские. Они покупают, кто им нужен. Прикрывают, нарушают закон. Для них закон нет. Американцы в рамках, Запад в рамках, европейцы в рамках. А у русских рамок нет. Это очень развязывает руки. Ты абсолютно можешь делать. Взятки давать можешь, убивать можешь, запугивать можешь, ноги, руки отрезать можешь. Все можешь делать. Американцев нет такой свободы, как у русских. Вот такие вот интересные вещи происходят. Поэтому, если сейчас не начать вычищать КГБ СССР, то все зазря. Все зазря. Мы победили в первую. Вы даже не представляете, какие усилия стоили чеченскому народу победить в первой русско-чеченской войне. То есть посадить их за стол фактически. Это победа такая, с натяжкой. Вся республика разрушена. От 120 до 140 тысяч убитых. Калеки, инвалиды, десятки тысяч сидят в тюрьмах. Полностью экономика, полная блокада русских. Полная, экономическая, вся полностью. Воздушная, полная блокада. И в итоге мы сразу вступили во вторую войну. Президент Масхадов вокруг себя собрал всю агентуру, полную агентуру. Вот сегодня у вас там уважаемый человек Руслан Кутаев в Украине. Вот этот Руслан Кутаев был внедрен русскими спецслужбами к этому Масхадову. И все знали, что он от российской стороны. Все в правительстве, все знали. Это была большая ошибка со стороны нашего правительства, что это позволили сделать. Но это было, и у вас так будет, и вам Запад скажет, украинцы. Так, чтобы не было крови, чтобы не было этого, мы тут все контролируем, потому что КГБ СССР будет им пятки лизать. И говорит, мы вот вам крест даю, мы за вас там 3-10. И в итоге они как плесень. Между нами происходит ссора. Между нами происходит ссора. Потому что мы свободные люди. Если меня что-то не устраивает, я прямо говорю об этом своему другу, своему соратнику, своему союзнику. Он мне это высказывает. А если кто-то третий постарается нас растравить, если у нас не хватит ума, сдержанности, у него это получится. Особенно на войне. Где-то кто-то кого-то не помог, где-то там испугался, где-то там что-то случилось. Обиды бывает, очень много накапливается. Да, там и братьями становятся, но и не братьями тоже становятся. И все, вы разобщены. Знаете, что с нами было, украинцы? Специально сегодня стрим на русском языке для вас. Знаете, что с нами было?
Наши все командиры, все успешные воины оказались беззащитными перед вот этими трюками, которые совершали. Воины, которых боялась, тряслась просто вся Россия, оказались абсолютно беззащитными против вот этих спецмероприятий и ПСО, которых использовались. Один был убит случайным выстрелом якобы, другой был убит аварийной машиной, аварийной катастрофе, другой был убит там еще по какой-то причине, кого-то там засаду сделали, убили, потом кто-то там отказался от чего-то, потом кто-то с кем-то поссорился, кто-то с кем. И вот это самая большая способность этих террористических, этого террористического учреждения КГБ СССР. Это все, что они умеют. Они воевать, как вы видите, не умеют. Ничего они не умеют. Что происходит сейчас на войне? На войне вот кусок берут, и вот туда, на украинцев, 1200, как они говорят, не знаю, насколько это правда, 1200 километров фронт, но в одной точке бьются. Что происходит? Происходит то, что собирается со всей России, все бомжи, бичи за 200 тысяч, за 100 тысяч, за 300 тысяч, сколько там им платят, рублей, и посылают на штурмы. И нужно завоевать какой-то кусочек. Таким образом Путин показывает, война идет, сражаемся. Украину это тоже устраивает. На всей территории не идет война. Они держат дистанцию, у них орудия лучше и так далее, и так далее. И такой локальный бой, локальная такая война получается. Не на все 1200 километров, как казалось бы должно быть. Ведь здесь все стоят, ну заходите, если там никого нет. Почему? Там вязаться, тут вязаться, там, тут, треть. Нет этого. А Украина набирается сил, набирает оружие, набирает людей, мобилизует. Вся украинская нация фактически стала под ружье. Все мобилизуют, ротация происходит, там, увольняют, на отпуск отпускают. Все как положено. И вот теперь есть полноценные силы, чтобы зайти на территорию фашистской России. Почему все это происходит? Почему происходят вот такие вещи, что мы видим какие-то странности, которые происходят, какие-то договорники, которые мы видим странные. А люди гибнут, люди каждый день гибнут. Ну, мы американцев обвиним, давайте там немцев, англичан обвиним. А так ли это? Может быть, вина КГБ УССР, которая очень себя хорошо чувствует до сих пор. И показывают, какие они там бандитов ловят и так далее. Ладно, друзья, давайте. Золкин бесполезно, пленные будут нести любую чушь, лишь бы выбраться. Конечно, это вообще другой разговор, но показать, в каких условиях, это очень важно. Что их хорошо кормят, что их не бьют, как они. Мы просто посмотреть, какие их забирают украинцы своих пленных и каких отдают русских пленных. Можно просто поэтому. Но важно показать тюрьмы, показать быт, показать, как их кормят, как их там это. Провести интервью иностранным журналистам, пригласить, пусть поговорят, независимые. А когда ты свой сидишь, может там автоматом, пулеметом стоит, это не доказательство даже, что они у них в нормальных условиях. Хотя мы знаем, что они в нормальных условиях. И сидят каждый божий день. Для чего это делается? Делаются фигуры. Вот как из Тумсу Абдурахманова пытались сделать фигуру, вот так же и Золкина делают фигуру. И проблема была Абдурахманова в том, что он вредил чеченскому народу, и поэтому стал ноликом. И проблема такая же появляется у Золкина, экзотического украинского журналиста, который тоже станет такой же цифрой. Так, ничего у вас не получится, русские. Если вы не хотите, чтобы я на вас, на КГБ УССР, если чтобы я на вас там что-то
говорил, чтобы вас упоминал, там, среди вас есть, наверное, в СБУ 100% есть нормальные люди, которые патриоты за Украину и так далее. Оставьте чеченский народ в покое. Оставьте чеченский народ в покое. Не надо его, постгеноцидный народ, который вы помогали уничтожать. Я понимаю, может, вы лично заинтересованы, на ваших руках чеченская кровь. И вы лично заинтересованы, чтобы чеченцы не стали субъектом международного права, чтобы не стали субъектными. И не потребовали ответ за то, что вы с нами сделали. Я это понимаю. Но если вы будете продолжать, это самое главное, у вас ничего не получится. Весь мир знает, что чеченцы против фашистской России. Весь мир видел и знает геноцид, который над чеченцами совершили. И весь чеченский народ находится в заложниках. Почему вот эта журналистка не спрашивает у крымчан, почему вы не восстаете? Почему не восстают крымчане? Сколько уже пересажали крымчан, которые за Украину? Почему не встали до сих пор? Почему терактов не проводят напротив там, военной части, там, ФСБ и так далее? Диверсионных операций. Почему не проводят? Объясните мне, в чем эта причина такая? А почему должны в Чечне постгеноцидный народ вставать и воевать? У нас нет сил, у нас нет средств, у нас ничего нет. Понимаете? И как это по-русски? Вот таких пытаться обвинить. И еще я вчера думал, сидел, какая же лютая ненависть у русских к чеченцам, что попадая в свою вот эту могилу, в которую они уже попадают, уже они все, не будет больше, вот у меня тут вопрос был, что будет с Россией, не будет той России, которую нам представляли все это время. Уже Курск это показал. А в Курске уже комендатуры военные открываются, в Курской области. И Курск больше никогда уже не будет. Курск будет Украина. Почему тогда возникает вопрос? Вы, падая в пропасть, в которую вы сами, своей глупостью, послушностью своих вот этих КГБшников, вот этой своей имперской скрепой, вы сами довели свою страну. Вы же зашли за 3 дня Киев брать. Не украинцы же за 3 дня Москву брать пришли. И не получилось у вас. И вы тут теряете. Да, вы тогда были бы жертвами. И я был бы тогда, ну, может быть, за вас. Хотя бы словом я бы сказал. Да, эти русские правы. Но тут ровно все наоборот ведь получается. Вы же брат, сват, Кондрат. И в спину нож. И не получилось. И теперь, падая в могилу, вы пытаетесь затащить чеченский народ. Я вам дулю показал, считайте. Фиг у вас что получится. Так. Факт в том, что русские ненавидят всех, не только чеченцев. Да, совершенно верно, Андрей, абсолютно так. Русские и сами себя ненавидят. Это такая тоже особенность, скрепа такая. Такой, знаете, затравленный зверек, который всех боится и всех ненавидит из-за того, со своего страха. Вот такой вечный страх, который им и дома родителей вбивают, потом всех 18 лет только он становится мужчиной и может что-то заявить, как мужчина о себе. Его забирают в армию, там его ломают. Сейчас экзотические журналисты удивляются. Ой, боже мой, там кого-то там палкой побил, там что-то ударил. Там. Так это же метод воспитания российской армии, советской армии. Так по-другому там никогда не было. Дедовщина это просто суть советской, российской армии. Нам тут рассказывают там такие вещи. Да, ненавидят. Но сейчас, падая в пропасть, костлявая рука фашистской империи пытается ухватить за коллаборантов, которые потом будут нас тянуть. Они же себя чеченцами называют. Это тоже очень интересно. Так вы россияне или чеченцы? Вы определитесь,
коллаборанты, давайте вы россиянами будете, будьте россиянами, оставьте нас, чеченцев, в покое. Из-за вас нам тут приходится доказывать, что мы не верблюды, Чеченцы очень благородные люди, русские националисты делали их изверги, на самом деле они таковыми не являются. Администрация Байдена рассматривает возможность отправки в Украину от крылатых ракет большей дальности JSSM от 300 до 900 километров. Господи, благослови Америку. Да, Садулла, совершенно верно. И знаете, вот столько сейчас информации поступает, просто огромное количество информации, что ее очень сложно, во-первых, определить ее достоверность, потому что только-только поступает, и вообще понять, что тут происходит. Потому что, по всей видимости, НАТО будет вступать в войну, скорее всего. И, как некоторые утверждают, натовские войска войдут в Украину. Украинская армия пойдет вперед, а натовская армия будет защищать границы Украины и вести боевые действия уже на территории Украины, а дальше пойдут украинские, ну и не только, мы говорим украинские, но русские и подхолопные визжат, что там французская речь, английская речь, там третья речь, там такая-сякая, очень сильно переживают. Да? И, скорее всего, в самолетах, которые будут переданы или уже переданы Украине, обычно, когда передают, только тогда нам они объявляют об этом. Там Украине оружия не хватает, этого не хватает, там третье, десятое. Вы когда-нибудь видели хоть одного украинского солдата, который говорит, что у него не хватает патронов, оружия и так далее? Не в самом начале, а сейчас, в последнее время. Все там отлично. И днем, и ночью. И по морю, и по земле. И по железной дороге, и по воздуху. Оружие поступает. Деньги поступают. Военная машина украинская работает как швейцарские часы уже. Как немецкий Мерседес работает. И будет еще лучше работать. Потому что работа ведется сейчас современная. Не только мы видим только дроны. А вы знаете, что сейчас есть дроны, которых ты отпускаешь, и он сам находит. Сам находит. И сам наносит удар. Вы это знаете? Технику находит. Все остальное находит. А если их 1 000 000 штук поднять и вот так в эту сторону отправить, что будет? Вы знаете, что планирование разных операций проводится через искусственный интеллект. Вся информация, которая поступает от разведки, от открытых источников, все вместе анализируется, складывается. Искусственный интеллект, и он выдает информацию, где русские попробуют. Потому что искусственный интеллект именно для военных, это не тот, который нам показывают. И нам то, что сейчас показали, это только то, что уже давно пользовалось. Нападение 22 года, 24 февраля, было предсказано искусственным интеллектом. Ну, точно сказано, что да, русские точно нападут. В том числе не только американская разведка, но еще и искусственный интеллект подтвердил. Искусственный интеллект может не тот, который нам сейчас доступен, опять же я говорю, а тот, которым они пользуются. Он может предугадывать действия, которые вы завтра сделаете. Я завтра то, что сделаю. Вот они меня уже, наверное, изучили, и они знают, вру я или не вру, что я сделаю, что я скажу, что мне нравится. Я могу забыть, что мне уже это нравится. А искусственный интеллект знает, что это мне нравится, потому что у него есть эта информация. Вы никогда, русские, вы никогда не победите Украину. Никогда в жизни вы не победите. Все, кто сейчас воюет, вы гибнете абсолютно ни за что. Я призываю всех сдаваться. Они вам, украинцы, вам не враги. Вам КГБ УССР враг, как и КГБ РСФСР. А украинцы, которые с оружием против вас идут, как бы это ни казалось странным, они вам, ваши защитники, они вас спасут. Я говорю также чеченцам. Вчера обращался на чеченском, сегодня обращаюсь. Ночи, мадай и чаш, халак,
Хагаске, мижги, империя баняшаш, халагдеш, тут хатулам хирбошум, да, шунар. Хилишошум, да, атомный бомба туа, сница туа, цахум хирдош, да, цахум далурдош, бач, хагаске. Шейга понту, вы есть их сила. Все. Вот вы думаете, сидите в окопе, у нас там где-то ядерное оружие, там какие-то авианосцы, спутники, там великая мощь России. В эти понты никто не верит. Тем более украинская армия, украинский солдат, который на вас идет. Это вы в них верите, в эти сказки. И сами себя обманываете. В мире больше в это никто не верит. Если бы у Путина была возможность применения ядерного удара, как у них прописано, как они грозились, уже сегодня 9-й, 10-й день уже, то, что в курсы зашли. Нет никакого ядерного удара. Не будет. Да, будет какая-нибудь пакость, будет, гадость будет, аморальная, беспринципная, циничная будет. Но ядерного удара не будет. Знаете почему? Может, что-то у них там еще сохранилось из ядерного. Но они сразу же получат ответку. И у кого есть гарантия, что у Украины нет ядерного оружия? Кто-нибудь может сказать, гарантировать, Путин может нам гарантировать, что Зеленский не имеет, как у нас в Германии, здесь есть американское ядерное оружие, точно так же это ядерное оружие может находиться и в Украине. И Зеленскому достаточно будет нажать кнопку. Все, это стреляет не Америка, никто. В Украине было ядерное оружие. Отдали же под гарантии Англии и Великобритании. Фашистскую Россию не берем в расчет. Вот. Теперь обязаны вернуть, помочь, защитить. Поэтому не будет никакого ядерного удара. Потому что сразу же прилетит обратка. Сразу же. Это все были понты. Понимаете? Это были все понты. И вот ситуация как развивается. Я вот обращаюсь к чеченцам, к кавказцам обращаюсь, которых туда забрели. Сейчас будет мобилизация всеобщая, вставая страна огромная, там на нас враг напал, 3-10. А знаете, почему они не объявили до сих пор мобилизацию? Вот в первый же день, как украинцы напали, сразу нужно было объявлять мобилизацию. Ну как на вашу страну напали? Все должны были бежать в военкоматы. Побежал кто-нибудь в военкоматы из россиян? Не побежал. За деньги тот, кто раньше пошел, вот они идут. А простые люди не идут. Простые люди живут отдельно от этой фашистской власти. Да, их вина за то, что они молчат, за то, что бездействуют. Но только лишь за это. Они не готовы воевать. И мы не должны из них делать врагов, там, поднимать. Наоборот, мы им должны сказать, вся ваша, русские, вся ваша задача заключалась спрятать песок в голову и ничего не делать. И поддакивать, кивать головой и поддакивать. Да, да, конечно, наша великая Россия, мы всех победим. Вот теперь ваша задача, а вот так вы в этой власти, вы сами всегда говорите, ну мы никто, мы ничего не решаем, мы маленькие винтики. Вот сейчас вы станете ядерным оружием. Вы станете ядерным оружием. Понимаете? Вас будут сейчас туда посылать. А если, в основном, знаете, кто в первые вот эти, ну, самые первые, Гостомель, там все это самая элита была, спецназы там забрасывались, которые должны были провести там супер спецоперацию, там поймать Зеленского, там всех убить, всех там положить, там и так далее, и отчитаться Владимиру Владимировичу. Затем пошли люди, которые стояли на воинских учетах, имели воинский опыт. И, наверное, вам не нужно говорить, откуда у них был этот опыт. Да, это 30-25 лет войны против чеченского народа и государства. Понимаете? И сейчас русские говорят, мы упустили за эти 30 лет, украинцев переделали, они уже другие, упустили. Русские сами говорят. Так вот, вам время, так сказать, упустить вас дали мы, чеченцы. И прошу, это не я ничего не сделал. Чеченский народ, который сражался и погибал. Вот кто вам дал. Не я, чтобы не думали, что я на себя что-то. Я ничего не сделал. Мало что сделал.
Поэтому вот эта ситуация, которая сейчас развивается, она должна быть понятна всем, объяснена. Объяснить, что все, кто идет против вас воевать, должны сразу же переходить. Сейчас гуманитарная помощь поставляется в освобожденную Курскую область. Это просто супер правильный подход, очень правильный подход. Потому что в основном все, кто сбежали, они в основном все, кто воевали и там проходили вот эту подготовку, в Украину воевать приходили, эти люди либо погибли с опытом ведения боевых действий, либо их родственники, вот они все бегут, родственники из Курской области, все бегут. Ну и бегут еще те, кто боится, там пропаганда же действует. Ну, некоторым нет возможности бежать. И вот им нужно помогать. Им нужно помогать, объяснять. Да, они вам будут улыбаться, брать все, что вы даете, потом плевать в спину. Это тоже будет. Но это важно делать. Это важно делать. Совершенно верно, Шамсад. Русские понты самые крутые понты. Да, самые понтливые понты это у русских. И это исходит у них из КГБ. Да. КГБшники самые просто понтливые понты. Да. И сейчас вам, срочникам, российским срочникам, придется сражаться за то, что не сделали мужики с опытом, 40-летние, 30, 40, 50-летние мужики, которые не смогли сделать в Украине ничего, кроме разрушить 2 небольших там, 2, 3, 5 городишек, и все, с лица земли их стерли, захватили город, называется. Развалины, кирпичи захватили. Все, что захватили. И теперь придется срочникам воевать. А срочники, он в принципе, он намного легче в управлении. Он более дерзкий, страха еще не познал. Семьи нет, терять нечего, денег нет, машины, домов нет. Ни за что беспокоиться не надо. Гол как сокол. Все, взяли автомат, пошел. Ну и молодой. За родину, там программу эту заложить ему и все остальное. Итак, знаете, почему они не объявили эту мобилизацию, возвращаясь к своему вопросу предыдущему? Потому что они вас боятся. Когда была объявлена мобилизация, частичная, сказал тогда Путин, она никакая не частичная была. Они забирали всех все время, кого смогли, не применяя лишнюю силу. Они боятся после того, как 1 миллион человек из России выехало, когда в Дагестане начали женщины поднимать, когда даже в Чечне вышли женщины, когда вот это все началось. Вот эти поступки людей показали им, что очень опасно их призывать. С той стороны подпирает Украина, каждый день становится сильнее. А внутри ты еще вот этих поднимешь, и они скажут, да еще им автоматы дашь, ты еще им ружья дашь, там, пушки дашь. А потом они скажут, а что это мы будем против украинцев воевать? А что нам украинцы сделали? Реально, русский, задай себе вопрос, что тебе сделала Украина? Ну, кроме того, что ты его дом хочешь, что его землю хочешь, вот на его не претендуя. Вот тебе что Украина сделала? Вот до начала вот вашего 2014 года, до вашей агрессии. Так они же вам во всем помогали. Они же ваш северный вот этот Черноморский флот у вас там в Севастополе стоял. В Крыму вы сам боссы там были. Сам русские рулили всем. Самые главные там русские были. Какой в Крыму, в Киеве у вас сидел ваш президент там. Ну ладно, прогнали этого президента. На это вы обиделись. Ну в чем проблема? За что убивать украинцев? За что самим умирать? Просто задайте себе простой вопрос. Я не украинец, не чеченец. Я просто со стороны наблюдаю, мне просто логика непонятна. Простого человека, понятно какого-нибудь КГБшника, военного, там, который за счет этого живет, грабит, там, зарабатывает на чужой крови. Это понятно. А простому человеку, обычному, который там работает, ходит, пиво пьет, никого не трогает, ему это зачем нужно? Вы на улице подраться боитесь. Вы понимаете, что такое война?
Это там не по лицу бьют. Там снаряд попадает, и от вас остается мокрое место. Это хорошо, если мокрое место. А руки, ноги отрывает. Зрение человек лишается. Это на всю жизнь. Ладно, давайте почитаю ваши комментарии. Россиянские военкоры открыто признают, что им катастрофически не хватает личного состава для обороны приграничных территорий с Украиной. Им даже не помогает набор контрактников за 2 миллиона. Конечно, Садулла, когда они вначале ломанулись, вот этот первый их позыв, там первые они ломанулись, это тогда они попали в ловушку. То, что они на Кавказе, в Грузии, в Ичкерии, в Дагестане, в Ингушетии убивали людей, готовились там. Это удобно было. 2-3 человека окружил, пострелял, максимум вашего одного-двоих убьют. А так даже никого не убьют, если ты уже грамотно делаете. Ну, ты король, ты босс. А почему бы сейчас не поехать в Украину и там не побыть королем-боссом? Вот они приехали, все, их уже нет. Нет. Со всех тюрем, со всех вокзалов, всех бомжей, бичей, все собрали, все туда бросили. Это нужно для того, чтобы Путин говорил, что вот мы смотрите, мы захватили там Солидар. Солидар меньше Катарюрта, населенный пункт, откуда я родом, мои родители родом. Он меньше, 12 тысяч... Солидар 12 тысяч населения. Это просто смешно. И это нам показывают там, где снаряды, Пригожин, нет, Шойгу, Герасимов, где снаряд, вот трупы, на фоне трупов. Такой спектакль нам разыгрывают. 1200 километров нам рассказывают фронт. И в Солидаре они воюют, колоссально несут потери. Им нужно взять Бахмут, Солидар, там, что они там еще брали. И нам показывают, что они что-то делают, что-то там воюют, что-то делают. Никакого военной пользы от этого никакой. Понимаете? Вот Бахмут они снесли, сравняли с лица земли, а в Украине 1000 таких Бахмутов. И с одного Бахмута вот разрушили, перешли в другой, потом украинцы берегут солдат, набираются, это не просто жизнь человека, она бесценна, но это еще на войне совсем другие критерии. И на войне важен профессионализм человека. А профессионализм, какой бы ты ни был теоретик, ты получаешь только на практике. Профессионализм, инстинкт, проверяются все твои чувства, которые работают инстинктивно, на рефлекторном уровне. Вот это все проверяется, и тогда ты уже знаешь, что ты способен, где ты видишь угрозу. Твой организм сам ложится, твое тело само на землю бросается. Только при звуке просто, если он уже натренирован. Если далеко, ты даже не обращаешь на это внимания. Понимаете? Вот эти вещи, которые сейчас происходят в Украине, они очень странные. Но при всем при этом мы знаем, что мы понимаем, что сил у Путина нет. И его задача, чтобы Запад устал. Он таким образом, другого у него нет выбора. Нет у него ни атомного оружия, нету, никаких, он теракты делал, в Израиле войну начал. Все он сделал. Все, КГБ СССР сделало все, чтобы отвлечь внимание. Больше нет сил. Да, могут сейчас ядерный какой-нибудь там грязную бомбу в Европе взорвать, могут там биологическое, химическое там взорвать там. И именно поэтому все, вот украинцы, вы обратили, наверное, внимание, как они говорят, нет, мы ни при чем, это украинцы сами. Потому что это война ваша, вы уже воюете, они, чтобы по ним не долбанул Путин, КГБ там и так далее, чем-то и унес жизни их людей. Они этого опасаются. А больше ничего Путин не может сделать. Ни Россия, ни... Все, что они могли, они сделали. Пленных азовцев, что сделал Патрушев с Путиным? Именно Патрушевские это делали, на мой взгляд. Что сделал с пленными азовцами, как они их сожгли? Много трюков было, которые против нас использовались. Много было этих трюков.
против Украины использовались. Но они не достигают цели, не могут они сделать. И сейчас единственная задача, а Украине, ну раз враг пришел, бить-то его нужно, в любом случае бить нужно. Украину устраивают, они отступают, боевые, близкие контактные бои пытаются не вступать, бьют сдалека и уничтожают всех вот этих террористов. Вот и вся работа. Сейчас Крым, сейчас Курск, скоро Крым будет. Как вы думаете? Как вы думаете, украинцы войдут в Крым или они побоятся атомного оружия? Я думаю, этот вопрос уже, наверное, стоять ни у кого не будет, даже у самых таких отмороженных. Я полагаю, войдут ли украинцы в Крым или нет? Этот вопрос уже не стоит. Другой вопрос, войдут ли... еще очень важное замечание, что я тут вижу. Вся вот эти хорошая русская, вот это братья, просто завизжала. Это пощечина Путину. Это не... А дальше что? А что мы будем делать? То... Да, это был мощный прорыв, но сейчас все там... Это самые-самые, которые проукраинские, которые все это время были. Вы обратите на них внимание. Мне приходится их смотреть, слушать. Я вижу, наблюдаю просто эти вещи. Потому что больно им, понимаете, обидно им. Руслан Кутаев вчера дошел до того, что так он защищал Украину, что он сказал, да, мы россияне, начал уже вчера говорить, что он россиянин. Прямо уже начал говорить, который создает новое ичкерийское государство и так далее. Оказывается, он россиянин, кстати говоря. Очень обижаются, очень. Ну а что поделаешь? Ну что сделаешь теперь? Задача сейчас в том, чтобы как можно быстрее россиянам и в первую очередь чеченцам, которые оказались в этих рядах, кто-то насильно, кто-то обманом, кто-то добровольно. Ваша задача, вот как вы были саботажники, как вы игнорировали вот эту вашу власть всегда, когда она уничтожала Украину, Грузию, Ичкерию. Вот точно так же теперь ваша задача ее игнорировать и саботировать. Ваша задача не идти ни на какую войну. Я вас не призываю подняться и сражаться, потому что я знаю, что вы на это не способны. Вы этого боитесь. И я не хочу вас подвергать, потому что человек, который не против Украины, русский он, татарин он, мне без разницы. Если он не против Украины, то я считаю, что вы не должны пострадать. Да, там, почему вы не выходите, не митингуете там и так далее. Раньше в советское время, справедливости ради скажу, какой-то, не помню сейчас имя, иностранец какой-то, ему сказали, вот русские недовольны, там советские диссиденты недовольны властью, там очень много недовольных в стране и так далее, и так далее. И тот ему тогда сказал, вот этот иностранец, там, советскому гражданину якобы сказал, а почему вы не протестуете, не уходите на митинги? Вот приблизительно то же самое. Когда это русские довели? Именно этнически русские, главные, довели эту ситуацию до этого состояния. Из-за своей пассивности, из-за своей трусости. Но по факту они не убивали этих людей. Да, их привлекали, там, 3-е, 10-е было, но они сами являются, ну, это их естественная среда обитания, но они являются заложниками в этой ситуации, можно так сказать. И поэтому я всех мам, чьи сыновья сейчас в призывном возрасте находятся в армии, делайте, что хотите, прячьте их, митингуйте, мамы, что угодно, отправляйте своих сыновей за границу, куда угодно, что хотите, деревню прячьте, где угодно прячьте. Но не идите на эту войну. Вас там ждет смерть. Смерть, самая настоящая смерть вас ждет. Увечье и смерть. На войну уходят, с войны не возвращаются. Даже живые оттуда возвращаются другие люди, не те, кого вы знали. Поэтому не отправляйте их. Не отправляйте. Так, друзья, давайте комментарии.
Совершенно верно, Шамсат. Здесь такие версии попадают. Вот почему бы, я говорю, почему вы так много говорите про, возвращаясь к экзотическим украинским журналистам, почему вы, например, возникает вопрос, там, цените так высоко кадыровцев, они говорят. Ну вот мне пишет вчера, по-моему, парень, говорит, потому что кадыровцы высоко ценятся. Ну да, чеченцы своих пытаются достать, там, обменять, там что-то сделать. Да, это про труп живого, раненого. Всегда. Это кодекс чести чеченцев. Даже если он прокадыровский, все равно вот этот менталитет чеченский присутствует. Все понятно. Тогда ответьте мне на один вопрос, украинцы. Вот они так высоко ценятся. Если чеченцы оккупированы, и они являются просто пехотой Путина, вот эти кадыровцы, то если бы ФСБ или Путин захотел бы, их бы ценили бы выше других. Просто Кадырову один звонок был бы сказал, не ставь их выше других. Почему ты выделяешь своих чеченцев наших выше русских? Сказал бы он, когда он сам убивает чеченцев. Сказал бы он? Не сказал бы. Если бы ФСБ не давало бы добро, это не было бы такой ценностью. Вы сейчас, украинцы, идете опять же по нашим стопам. Нам тоже говорили. А потом уже брать можно заложников, уже когда война закончилась. Сперва брали военных, потом уже брали просто русских, которые там в Осетии живут, где-то еще там брали. Этим всем занимаются. И вы то же самое сейчас говорите. Если бы ФСБ не хотела, вы бы ни одного кадыровца обратно не получили бы. Не обменяли бы вам ни одного кадыровца. Значит, это им нужно. Вы же не считаете, что пехотинец Путина командует Путиным? Это обман, это не так. Далеко это не так. Кадыров ничего не решает. Он у себя вот в этой своей резиденции живет, хорошо кушает, хорошо спит, и все. Вся его задача. Он в золотой клетке. И все. Все, что он говорит, он каждую неделю получает, каждый день, когда необходимо, получает пакеты, распечатывает их, ему зачитывают их, и он включает камеру, и на камеру вам рассказывает разные вот эти вещи. И нам рассказывают, что вот сейчас вот парень пишет, что обмен пленным может, задача, вот Андрей пишет, выполняет свою задачу, смысл которой есть обмен русских пленных на пленных украинцев. Нет, это обман. Зачем вы обманываете? Зачем вы так говорите? Обмен пленными занимаются другие люди. А их задача снимать их и показывать их настрой, что вот смотрите, а ведь зерно правды-то есть то, что говорит. А ведь все-таки продались украинцы американцам. Смотрите, а ведь он прав. Тот же сидит, прямо говорит, мы русские, мы там это, там, его никто не бьет, конечно, он себя чувствует уверенно. Зачем в плен вообще сдавался? Такой патриот должен был быть. До конца сражаться. Ну, видимо, чтобы потом Золкину рассказать, какой он большой патриот, он не сдался. Или, может, просто отморожен наглухо. И нам рассказывают, это не так, друзья, не надо обманывать, что Золкины делают какую-то работу, которая приносит пользу. Для этого не нужно журналисты, и никогда в истории такого не было, чтобы журналисты сидели, показывали. Таким образом, пленный может передавать информацию какую-то, секретными словами, намеками, еще как-то. Например, пленный какой-то попадается, а Золкин знает, кого допросить, например. Он его сажает, и тот говорит, там 2 ушли, 3 там рацию там спрятал, там карта там лежит. Ну, мало ли что, вообще я говорю. Никогда я не видел, чтобы вот так каждый раз журналист приводил. Причем русских, которые русские империю строят, они у них возводятся чуть ли не враг, иногда, правда, нападки бывает. А так чисто только на кавказцев. Ты что? Ты что пришел? Ты что это? Ты это? А почему ты это? Так, а русским такого не говорят. Или не выделяют их отдельно. Почему так? Мне казалось, на вас Россия напала. А может дело в том, чтобы русские непобедимы. Понимаете? Русские непобедимы. И украинцы побеждают сейчас чеченцев. Не русских.
Русские вообще не при делах, они вообще так мимо проходили, они помогли, Кадырову помочь хотели. Просто потому что попросил, жалко его. Он академик, их там все такое. А так русские вообще не при делах. Русские же не воюют. Они с украинцами братья. Понимаете? Так, давайте дальше. Ага, понял. Микрофон шумит. Сейчас чуть отдвинусь. Украинские войска вошли на территорию РФ, а Путин говорит, что это провокация. Но провокация, Гаджибай. Провокация. Они сейчас, знаете, что у них сейчас, какой бардак идет? Я сейчас смотрю там за этими блогерами, их там бросы какие они делают. И их сейчас, они начали, но не могут же победить Украину, не могут. И встречает Украина их стеной из огня и свинца. И теперь они делают следующее. Они представляют, что... Отвлекся сейчас. Ты можешь не писать мне просто, как тебя? Не можешь ты, я так полагаю, да? Ну ладно, тогда я тебя забаню, хорошо? Одну минутку. Так, а что? Так, взрывали со спящим железом. Так, Руси разбита. Так, я перемотал. Так, казнить, Мария, нужно только после суда, если будет решение суда. В Русне разбился Ту-22 М3. Слава ЗСУ. Аминь, Шамзат. Аминь. Слава ЗСУ. Отлично. Дома взрывал со спящими жильцами. Уверен, если бы тогда он их не взорвал бы, взорвали бы сейчас и обвинили бы украинцев. Совершенно верно. Совершенно верно. И это тоже было, это тоже было попустительство русского народа. Вот если касается это народа, нужно говорить, русский народ, когда его граждан взрывали, потом обвиняли других в этом, знали об этом, ну, делали вид, что это их не касается. Все. Это я не я, хат не моя. Вольт Ампер. Никто не платил за свободу такую страшную цену, як ночь, а теперь и украинцы. Да, совершенно верно. Привет с Одессы, спасибо, что просвещаете. Сергей, спасибо, что вы мне пишете, Сергей. Мне это важно, потому что, знаете, я когда поговорил с этим экзотическим блогером, у нас разговор с ним, как вы видели, не получился. Он вел очень со мной вальяжно себя такой, пытался где-то меня там, спровоцировать. И разговор не получился как таковой. Я успел сказать все, что я думаю, конечно, еще кое-что осталось, но так и не вышел разговор. И Золкину нужно было заручиться поддержкой чеченцев. И что вы думаете, сделал Золкин? Золкин пошелся про всем анонимным блогерам, неанонимным блогерам, и так далее. И со всеми пообщался, такой прошелся. И все такие, благодарим тебя, Владимир, спасибо тебе, что ты откликнулся нас, и так далее, и так далее.
И таким вот образом якобы Золкин показал, что в чеченском обществе у него все нормально. Нет, Золкин, чеченские, те, с кем ты общался, это не были представители чеченской, это были представители той любимой России, которую ты любишь. Понимаешь? А здесь представители чеченского сидят. Понимаешь? И этот представитель, и все чеченцы тобой недовольны. Недовольны твоей политикой СБУ, скажем так, скорее всего за этим стоит СБУ. Политикой СБУ, которая пытается победу украинского народа над русской империей свести к победе над какими-то коллаборантами, которые ровным счетом из себя ничего не представляют. Понимаете? Им, вот этим, тем, кто служит России, им дал очень хорошую характеристику еще в свое время легендарный генерал Шамиль Басаев. Он сказал, что было бы хорошо, если бы у русских была такая же доблесть, как у вот этих. Хотя сейчас этот парень, которого сейчас в начале своего ролика, своего стрима я вам показывал, вы слышали этот ролик. Там вот этот парень, наоборот, русские убежали, он сказал, вы уходите. Это такой заградотряд по-золкински, да? Заградотряд мощный такой получается. Вы 3 офицера и 25 срочников. Нет, давайте вместе сражаться. Это же ваша граница, это же ваша русня. Давайте вместе будем воевать. Или пошли вы все к чертовой матери. Встал и перешел на сторону Украины. Вот что должен был сделать этот чечен. По Золкину он должен был сзади стать с пулеметом и стоять. И вся рушится система ложь СБУ. Я буду СБУ называть. Пока Золкин, потому что Золкин никто. Звать этого Золкина никак. Я буду обвинять СБУ. Пока СБУ будет вести такую античеченскую линию, я с сегодняшнего дня буду обвинять СБУ в том, что все творится. Хватит, я вас предупреждал, просил, ну я так понимаю, у вас своя программа, и вы от нее не отойдете. Хорошо, я принимаю. Вызов ФСБ принят был, вызов СБУ тоже принимается. Плевал я на все ваши вот эти выкрутасы. По Золкину, по этому кадру, по этим фильмам, должно было так получиться, эти чеченцы должны были сзади перебежать на 200 метров, спрятаться за этими русскими и стрелять в этих русских, чтобы они не отступали. А эти заградотряды, будь они неладны, сказали, вы спасайтесь, 25 человек вместе с 3 офицерами, уйдите, и сели и держали оборону. То есть дали им отойти, и потом сами ушли, когда уже у них все там горело. И потом водили этих 25 человек за собой по этим лесам, пока потом не попали в плен. Пытались сутки там выйти, где-то уйти. Это так, что ли, заградотряд называется? А я вам скажу, как есть, в чем ситуация. В каждый отряд, наверное, добавляется чеченец, 1, 2, 3. Потому что нельзя чеченцу бежать. Просто как бы ты ни оказался ты, вот идет на тебя враг, ну что ты, как ты побежишь? Хотя я призываю, тот из вас не мужчина, кто не перейдет на сторону или не побежит. Вы не должны умирать за Россию. Вы не мужчины, кто будете умирать за Россию. Вы никогда не достигнете ни уважения, ни почета, ни среди чеченцев, нигде в мире, если вы будете убивать украинцев и погибать за Россию. Никогда вы этого не добьетесь. Поэтому призываю себя, и русских призываю, срочников, и всех, кто насильно оказался или обманом оказался из чеченцев, тоже призываю немедленно уходить, сдавать, бежать, бросать оружие, что угодно делать. Это мужество. Хуана мирна гуац, хуана шие моста милуху швегу. Шуншай моста милуха диез, шу моста украинч бац. Шу мостри, шуц окоп шуаш был, шу раски был. Шуц был раски был. И лично и раскивается вся система империи шу был восстал. Как-то так, друзья. Давайте дальше. Почему матери русских солдат не едут в Украину спасать своих сыновей, как они ехали в Ичкерию? Дело в том, что они сейчас именно наемников отправляют за деньги. Именно за то, что за деньги они туда идут,
а, они ждут, пока их убьют, понимаете? Просто когда дома здоровый мужик, который где-то воевал в Чечне, в Грузии, еще где-то, и бухает, он больше ничего не умеет, он там воевал и рассказывает, как он там убивал женщин, детей там резал и так далее, то единственное спасение для его жены и его детей — отправить его на новую войну, и желательно, чтобы он там сдох, потому что ему еще за это миллион, там 2-3 или машину подарят. Поэтому нужно понимать, что эти женщины и эти семьи находятся под полной оккупацией и стрессом вот этих вояк, горе-вояк. Поэтому их отправляют, и никому не жалко их. Никому их не. Давай, давай, вали, сдохни быстрее. Там один там рассказывает, говорит, может умрешь, может героя дадут, дети там героями будут. Логика. Представьте себе, он бесполезный алкоголик, ему жена говорит, ну иди сдохни там. Тебе героя, замужество там дадут, там, или еще что-то. И дети будут в школе гордиться, там, ты будешь крутой, или там машина будет, там, и все такое. Понимаете, в какой ситуации? А сейчас вот, сейчас будут срочников забревать. Именно потому, что они боялись забревать, они все это время держали вот эту ситуацию в таком напряжении, в такой ситуации. Массовую мобилизацию, всеобщую, не объявляли. Потому что страшно, выйдет из-под контроля. 100% они в этом убеждены, и они поэтому терпят, ждут, тормозят все это дело. И сейчас им деваться некуда. Они будут объявлять эту мобилизацию. Она и так идет, эта мобилизация. Сейчас просто будут еще больше загребать. Поэтому еще и еще раз говорю, ни в коем случае, никогда не идите в эту армию. Вы не на армию, вы на войну идете, на смертельную войну, которую вы никогда не выиграете. Так. Одесса, привет. Ольга Булгакова. Что делать, если за Украину все сатанисты и фашисты? Ольга, вы знаете, вся проблема в том у вас, что вы и есть сатанисты и фашисты, и вы против Украины, а за Украину весь цивилизованный, добропорядочный мир. Понимаете, вы это должны понять. Вы и есть сатанисты. Большего сатанизма, чем фашистская русня, да, я считаю, что много стран не идеального, вообще нету ни идеальных спецслужб, ни идеальных стран, ничего этого нет. Так вот, вы самое худшее порождение человечества. Много веков образовываешь вот эту массу, биомассу, которая не Бог у украинцев Господь, они христиане, ну кто-то атеисты, кто-то христиане. Ваш Бог лежит у вас на Красной площади, который вас убивал огромное количество, и вы до сих пор его не вынесли, потому что он ваш Бог. А его заместитель, его наместник, это Путин у вас. И вы его почитаете как Бога, вы его боитесь как Бога. Понимаете, вы Сталина называли Богом, и сейчас и Путина называете, и считаете его тоже как к Богу отношение у вас. Украинцев не так. Украинцы пинками выкидывают, когда им не нравится. И вы видели и раньше, какие они проводили митинги, разные протесты. И вы видели в 2014 году, как бежал ваш сатанист, который случайно оказался у них президентом. Вашим обманом, всем, вашими спецмероприятиями. Поэтому сатана сидит на Лубянке и в Кремле. Запомните это. Не верьте в эту пропаганду, которую вам ваш телевизор рассказывает. Поверьте каналу Реалити и Аслану Арцуеву. Он вам не соврет, ли он. Ну, вам, я не гарантирую, всем остальным не совру. Я имею в виду имперцам, не гарантирую, что я вам не совру.
Так, да, я не обманываю, но большинство из пленных русских даже в списках на обмен нет. Нет, потому что они ничего не стоят. Специально делается, чтобы у вас были вот кадыровцы. Ведь когда я начинаю фразы, вот кто меня смотрит, уже многие, наверное, знают, о чем я буду говорить, поэтому я иногда просто в голове где-то оставляю и дальше перехожу на другую тему. Ведь когда патрушевцы и путинцы сожгли азовцев пленных, что тогда получилось? А ваша Верещук, по-моему, ее фамилия, если не ошибаюсь, журналюга, разговаривала с Фейкиным и говорила, что нужно брать чеченцев в Украине, вернее, тех, кто лоялен России, лоялен Кадырову. Их детей, их родственников брать. Во-первых, это нарушение международного закона, права, и Украина автоматически стала бы уже нарушающая закон, а все это, все фиксируется, я вас уверяю. Проводится мониторинг, и американские, западные, все вот эти эксперты сидят, мониторят, где Украина нарушает, насколько она демократична, насколько она коррумпирована, насколько она соблюдает закон. Это все фиксируется. Это вам об этом не говорят. Все это фиксируется и делаются определенные выводы. Так вот, тогда они сожгли азовцев, чтобы вы, украинцы, брали кадыровцев или якобы кадыровцев, чеченцев, которые проживают, даже будучи гражданами Украины в Украине. Не он сам, его папа, кто-то где-то связан. Все при деньгах, они так или иначе связаны были с Россией, и с ФСБ, и с Кадыровым. По-другому деньги заработать практически невозможно. А если без них заработаешь, к тебе придут и скажут, ты будешь нам отстегивать. И вот таким образом Верещук, по-моему, ее фамилия, сейчас я не помню, точно могу ошибаться. Напомните, если кто помнит этот момент, где она с Фейкиным разговаривает. И говорит, ну скажите нам, Марк Захарыч или Захар Маркич, как его там, что нам делать? Вы что-то знаете? Тот говорит, я ничего не знаю. Нам кадыровцев в заложники брать. И вот таким вот образом из чеченцев делается товар, дорогой товар, за который, конечно, пойдет любой побратимый украинский, который далек от всех вот этих сложных хитросплетений и так далее. Его друга пленили, его друг в плену находится. Он обещал своему другу вытащить его. Ему плевать там, кадыровцы, чеченцы, папуасы, он будет его вытаскивать. И на его чувствах играют Верещук и Фейкин. И Патрушев, который взрывает, сжигает этих азовцев. Понимаете? А у этих азовцев есть матери, жены, они плачут, рыдают, ужас. У них есть друзья, братья, побратимы. Для всех это шок. Ну, конечно, ты набросишься. Конечно, ты набросишь на кого угодно, чтобы своего человека вытащить. Которого также могут сжечь, убить, как предыдущих. Понимаете? Вот в чем делать. И когда нам говорят за кадыровцев хорошо, если бы Путин сказал бы ни одного кадыровца не обмениваем, сразу же расстреливаем на месте всю семью там или еще что-то там. Они это могут сказать, они это делают. Не могут сказать, они это над чеченцами делают. Ни одного чеченца вы не получили бы, украинцы. Не обменяли бы. Они у вас там лежали бы никому не нужные, там, это самый ненужный товар вы говорили бы. Он нужный товар, потому что это вам впаривается. Чтобы это делалось, вот там чеченец, вот там чеченец. Да нет у него доблести даже той у русского, которая есть доблесть. Русский-то хоть за свою землю, хоть как-то он представляет, за свою империю воюет. А этот за что? За то, что его империя вчера 300 тысяч его людей убила. И он теперь пошел заработать там 2 копейки или насильно его отправили? Нет, конечно. Как-то так, друзья. Это такие вещи, которые нам нужно понять. Именно для этого я пытаюсь вам это все разъяснить, объяснить. Я надеюсь, вы меня понимаете. Курск — это Украина. Абсолютно с тобой согласен, свободный гражданин. Я более того считаю, что и Москве стоило бы стать Украиной. Понимаете? Если война началась за то, чтобы КГБ стало новым дворянством, что была создана новая там империя,
новое дворянство, там все такое. И без этого империя, без киевской истории Киевской Руси, она не канает никак. Но в таком случае, если вы реально являетесь славянином, происхождение у вас славянское, там все такое, но вы живете в Москве, вы там россиянин, москвич, то нужно идти на уступки, нужно стать, не то, что даже под украинцев, хотя бы на равных с ними надо стать, потому что это же их. И ты должен сказать, я, например, чеченец, я жил всю жизнь там, например, где-то там, потомки мои, и я возвращаюсь на родину. Говорю, я чеченец, примите меня. Это другой разговор. Да, конечно, ты чеченец, ты имеешь право там. И также украинцы сказали бы, ладно, ты наш брат славянин, давай будь гражданином Украины, можешь присоединить свою Россию к нам. Но центр должен быть там, где он есть, в Киеве. А тут я говорю, нет, я не хочу быть, чтобы меня приняли чеченцы, я просто хочу вас всех уничтожить, кто сопротивляется, а кто согласится покорить. И теперь вы будете, например, какой-нибудь там с Германии несколько поколений, или в Иордании, в Турции у нас живут чеченцы. Например, такой я. Говорю, теперь ты будешь за нас, теперь вы будете подчиняться, и я буду говорить, как быть там. Это же ненормально. Если вы хотите быть причастны к славянской, киевской Руси, скажите, да, мы признаем, там есть своя власть, там есть свои люди, да, мы их потомки, мы ответвление какое-то, еще что-то. А зачем их убивать? Зачем захватывать? Это сатанисты. Самые главные сатанисты на этой земле — это русское КГБ. КГБ СССР. Это самые главные сатанисты на этой земле. Большей сатаны не существует. Я боюсь, наступит конец света после того, как все эти сатанисты будут осуждены и наказаны. Потому что мир погрузится в блаженство. Без войн, без провокаций, без всяких вот этих преступлений страшных, которые совершают. Так, потуги Золкиных и писарей из отдела хороших русских, зловонные, но бесполезны. Здесь на Западе все равно, и в США в частности, к вбросам о кадыровца начали относиться с подозрением. Не забываем нас. СЦ, Машуэль. Значит, работу мы делаем свою не зря даем. Не зря. Конечно, это же мы откровенные вещи говорим. Пожалуйста, дайте нам такие же права. Почему пленные чеченцы должны в Украине, которые чеченцы воюют, говорим, призываем, объясняем, доказываем, подсказываем, все делаем для того, чтобы Украина выстояла искренне, вообще без каких-либо других вещей, кроме как победы Украины, нам ничего не нужно. И нет, выводят просто один украинец, как такое сказал, все другие украинцы должны были наброситься на него и сказать, ты что несешь? Ты хочешь, чтобы сейчас чеченцы ушли и не воевали? Ты хочешь, чтобы нам другие не помогали? Ты что несешь? Ты какая разница? Мы воюем вот против русского воинства, русской империи, империи. Давайте будем решать с ней вопрос, а все, кто к этой империи, что там украинцев мало в этой империи, или против чеченцев, вот задают вопрос, а почему ты пришел к нам воевать, там, 3-10? Хороший, резонный вопрос. Но не только не от экзотических журналистов. И слышат американцы, и услышат американцы. Я знаю, что мой канал смотрит Госдепартамент США. И я здесь не вру на этом канале. И говорю правду, и не только Госдеп, и немцы меня смотрят, и все, кто чуть-чуть интересуется информацией, потому что здесь информация достоверная и объективная. Может быть, я не знаю всей информации и могу где-то в чем-то ошибаться, заблуждаться, но потому что я пользуюсь только открытыми источниками, другой информации у меня нет. Эти люди понимают, что, по крайней мере, по мне можно ориентироваться, как он это видит, как он это слышит. И я так думаю.
У меня нет никакой информации, я так предполагаю. И поэтому меня слышат. И я призываю, и американцев призываю, и Запад призываю всех угомонить вот этих экзотических блогеров и СБУ. СБУ. Если СБУ продолжит в таком же духе, я считаю, что это СБУ, я ее буду называть террористической организацией СБУ. Никак иначе. И за кровь чеченцев, за то, что она помогала убивать чеченцев, я буду требовать сатисфакции, как я требую от КГБ, от ФСБ. Вот точно так же я это буду делать. И до своей смерти я это буду делать. Я надеюсь, вы уже поняли, с кем вы имеете дело, что я буду это делать только до тех пор, пока я смогу это делать. И я это буду делать. Перестаньте, хватит уже. Ну что это такое? У вас ничего не получится. Вы только смешите людей, да? Да, свободный гражданин. Дюцер Дудель может царить верить. Его задача всех успокаивать, там, говорить все нормально. Все ненормально у русских в Курской области. Отвратительно все. Там паника страшная. Стягивают все войска. Все не могут понять. Украинцы используют очень интересную тактику. Они везде просачиваются. Группы на нос, как говорил Джо, они говорят, это НАТО разрабатывает. Конечно, НАТО тоже знает эту все технологию, потому что разрабатывали вот это, по захвату городов, вот эти методы, разрабатывал Джохар Дудаев и наши чеченцы. Конечно же, у Сырского на столе стоит книга Джохара Дудаева. Конечно же, Сырский оканчивал высшие военные заведения Украины, советского образца, в советское время служил. Он, я думаю, старше немножко меня. Конечно же, он изучал и западный опыт, и западный он получает. Генерал, это в полном смысле такой, как Джохар. Генералы украинские. К ним вопросов вообще никаких нет. Это лучшие из лучших, которые сейчас делают свою работу. НАТО на нас напало, НАТО разработало это. Ничего подобного. Ничего. И да, НАТО, я думаю, информацию дает со спутников, там, с прослушек, еще откуда-то как-то добывается. Потому что все работают на то, чтобы Украина выстояла. Но разрабатывает, а вы что, считаете, Залужный и Сырский не могли разработать эту операцию? Вы очень плохо знаете этих генералов, раз вы так говорите. Ну, или принизить просто, сказать, что да нет, они ни на что не способны, украинцы. Это украинцы бьют. Апти Алаудинов рассказывает, что вот там это НАТО там, против нас воюют, там иностранцы, там 3-10 там рассказывают. Стыдно признать. Именно это идет в одну канву, то, что делает СБУ и экзотический Золкин. Это получается так, что украинцы не способны воевать, их воинство не воинство, их доблесть не доблесть. Есть НАТО, которая им план составила, среди них много иностранцев. Сзади за русскими, которых гонят, стоят кадыровцы. И если бы не было бы ни кадыровцев, ни Запада, ни это, то украинцы никто, русские нормальные люди, которые уважают украинцев, любят, ну их гонят вот эти, потому что они бедолаги, их просто заставляют. А так все нормально. И главное, чтобы не признать доблесть украинцев. Самая главная задача вложить потому что если вложить сомнение в голову, если признать, что украинцы являются доминантами в этой ситуации, доминирующими, если они являются доблестными, отважными воинами, которые могут захватывать такие территории, которые вот эти алкаши, бичи со всей собранной России не могли там за 2 года, за 1,5 года взять, они могут забрать за 2-3 дня, то военным ФСБшникам придется под украинцев ложиться. А это они в истории не хотят. Даже если проиграют войну, сказать, да это же чечены вас гнали. Если бы не чечены, Путин продался чеченам.
И он, видишь, он же и деньгами заваливал этих чеченов. Они же вместе заодно, понимаешь? Если бы не Путин тогда, мы бы их всех вырезали бы. Ну, просто тогда Путин их остановил, договорился, он был заслан американцами, чтобы стравить наши два братских народа, славянских народа. Так вы же нас никогда не победите. Мы же всегда русские, вы же русские солдаты, украинцы же обязаны, служащие в России, а там есть и полковники, и генералы, и очень высокие чины есть в Украине. Кстати говоря, Матвиенко, объявляющая войну Украине еще в 2014 году, она тоже, сами знаете кто. Поэтому таких там много, но нужно, чтобы они были под русскими. Доминантное положение. Альфа-самца это русский, а украинец он должен быть такой дурачок, там использовать его, гонять. Не дай бог он почувствует, что он босс, что это его земля, а это реально Курская земля, это их земля. Все это время, это все их земли были. И Курская, Белгородская, и Брянская, и Орловская. Там одна Московия где-то там была когда-то. И эту Московию Долгорукий, это киевский князь. Когда империя расширялась, киевская, она отправила завоевывать территории на болотах, там собрал вот это все дикарей, там, квакающих там на болотах, и сделал из этого Москву. Вот такая вот история складывается. Двое милиционеров были освобождены из чеченского плена. Да, помню. А что потом, ваш прогноз, пожалуйста? Асан, как думаешь, могут ФРФ взорвать что-нибудь в Курске? Или грязные снаряды, или ядерное оружие? Шамиль, конечно, могут. Конечно, могут. Тем более, вы помните, вот эта пропагандистка Симонян рассказывала, что нам нужно на своей территории взорвать атомную бомбу. И так далее, и так далее. Да, вполне могут, конечно. Это все возможно. Ну, а дальше что? Ну, взорвет он, ну, убьет он своих граждан. Там же уже свои. Как это будет выглядеть? Представьте. Да, на украинцев это спихнут. Скажут, да, это украинцы сделали, как на нас взрывы домов. Но украинцы не грозились никогда. Зачем украинцам грязная бомба, атомная бомба? Ну, я как уже развивая логику просто событий, зачем украинцам это делать? Украинцы и так могут спокойно зайти и 1000 квадратных километров за 2 дня забрать. За 3 максимум. Поэтому применить могут, применить все, что угодно. Ожидать можно все, что угодно. Пока бешеный зверь из Слубянки и Кремля не остановлен, и он себя чувствует пока уверенно, конечно же, это нужно останавливать. Может все, что угодно сделать. Все, что угодно. Но боится. Это тоже мы понимаем. Вторжение Курской области приурочили 6 августа к началу штурма Грозного воинами Ичкерии и принуждения русских к миру. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Террорист Сырский в России приговорен как террорист. Ай. Украинцев по численности на 2-м месте в России. И сколько украинцев вышло на митинг против войны? Ты имеешь в виду, Питер Вольф, войны против чеченцев? Никто не выходил. Ну, были отдельные, и в основном это были евреи, если вам честно сказать. Это диссиденты разные там были. Там, конечно, русские были, украинцы были, и дагестанцы, наверное, были. Но в основном это были евреи, которых меньше, чем и украинцев, и русских, и всех остальных в России. Отлично, Андрей. Хорошо, что вы понимаете, о чем я говорю.
Спасибо, Светлана, спасибо. Так. Уж что-что, но в действии украинской армии чувствуется символизм и солидарность с чеченской борьбой. Это очень радует. Конечно, почему я уважаю военных, хотя это профессия убивать. Да? Это моей правозащитной деятельности, это антипод получается. Но убивать всегда это есть такая профессия. Но она убивает только тех, кто пришел тебя убивать. Это защищает. Министерство обороны, оно поэтому называется. И за что я их уважаю? Я их уважаю за то, что у них позиция всегда бывает, как у чеченцев, четкая и ясная. Она должна быть четкой и я без этого, не хочу сейчас выражаться, без всяких вот этих моментов. Понимаете? Да, мы делаем одно дело, вместе будем против империи, там все, это все и присутствует. Но при этом люди делают то, что честно, открыто и к военным у меня, да, там может хорошие, плохие, не за все, и про СБУшников я не про всех говорю, но пока будет экзотический Золкин говорить на какую-то шушеру, я обращать внимание больше не буду, которую тут раскрутили, там сделали из него какого-то там журналиста. Я буду говорить теперь террористическое СБУ, я буду говорить. Пока Золкины, Молкины, Геращенки, Гордоны и все остальные будут наезжать на чеченский народ, пытаясь выгородить русскую империю, для того, чтобы еще больше постгеноцидные, который только-только приходит в себя, зализывает раны, мой чеченский народ, будет кто-то, мне плевать, кто бы это ни был, выше горы, шире там океанов будет, я буду называть вещи своими именами. Террористическая банда СБУ должна прекратить переваливать ответственность на чеченцев со своих русских плеч. На чеченцев переваливать. Хватит, прекращайте. Прекращайте. Мне терять нечего. Я буду идти до конца. Отстаивать правду. Правду. Так, мы уже 2 часа в эфире, друзья. Давайте стрим мы на этом закончим. Вырезать я этот кусок не буду. Я думаю, золкиновцы и СБУшники меня смотрят. Они передадут ему все. И СБУшники уже знают, что я думаю. Поэтому хватит, хватит. Вы уже с этим кадыровцем, мобилизованным чеченцем, который не убежал, не стал заградотрядом, вы уже с ним прокололись. Хватит лгать, про Бучу лгать, что чеченцы там делают и так далее. Выгородить русских. Нет, нет. Русский империализм, русский терроризм, русский садизм пришел на территорию Украины. Как когда-то он пришел на нашу страну, на нашу территорию. Мы знаем это. Я это говорю не из-за ненависти к русским, презрением и так далее. Абсолютно этого нет. Близко этого нет. Никаких национальных предвзятостей нет. Я обозначаю русских не как этническая принадлежность, а как политическая принадлежность. Я так и обозначаю. Добавляю всегда, чтобы этнически отделить, что это русский империализм. Поэтому всего самого хорошего, друзья. Все будет Ичкерия. Слава Украине. О Аллах, благослови Америку. Адикёль, Маш Оль. Всего хорошего. До свидания, друзья.